Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Атырау облысы рухани жаңғыру бөлімі. Бізде бүгін ерекше сұхбат болмақ. Өйткені бүгін бізде қонақта Асқар Әлмұхаммед. Қош келдің. Рахмет. Енді біздер бүгінгі сұхбатымызды бастағымыз келіп отыр. Өйткені Асқарды енді бірі білсе, бірі білмейтін шығар. Өйткені үлкен конкурсқа қатысып, содан жолдама алған болатын. Сені шын жүректен сол жолдамамен құттықтаймыз. Енді Асқар, ең алдымен өзіңді біздің көрермендерге таныстырып өтсең, аты жөнің, қай мектепте оқып жатсың, және де қай жерде білім алып жатсың, осы конкурс жөнінде қысқаша ақпарат айтып кетсең біздің көрермендерге. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Әлмұхаммед Асқар. Мен Атырау қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі 10-D сынып оқушысымын. Apple WWDC 20 Swift Student Challenge – это международный конкурс, в котором участвуют участники со всех стран. Целью этого конкурса является разработать Playground, то есть это как проект на языке программирования Swift, и показать свои не только креативные возможности, но и с технической стороны сложность проекта реализовать. И в этом году было 350 победителей. Мне повезло стать одним из них. И я разработал мобильное приложение Домбра, то есть симулятор Домбры, в котором пользователь может играть на инструменте, как на реальном. Асқар, рахмет. Енді қазірсіңда сен әзірге мектеп оқушысың. 9-шы сыныпты бітірдің, бұйыртса 10-шы сыныпқа ауысып жатсың. Жалпы бұл IT саласы сіздерде мектепте арнайы бір курс болып оқытылады ма, әлде ол өзіңнің қызығушылығынан пайда болған дүниелер ме? Вообще в НИШ обучают нескольким языкам программирования. Тем не менее, Swift и iOS-разработка. iOS-разработку я начал непосредственно по своему интересу, по онлайн-курсам, по книгам. Так потихоньку я сумел улучшить свои навыки до сейчас. Яғни өзіңнің қызығушылығынан қазір осындай үлкен конкурстарға қатысу уақытына келіп жеттім дейсің. Енді мынандай бір тағы да сұрақ, жалпы IT саласында именно осы программалау, қандай да бір приложение ойлап табуға қанша уақыттан бері айналысып жүрсің осы? Уже 2,5 года, получается, когда я... 7-ші сыныпта, да? 7-ші сыныпта. Ең алғашқы приложение қандай болды ойлап табу? Самое мое первое приложение являлось списком национальных парков Казахстана. Это, получается, там, заповедники, и там была детальная информация о каждом из них. И вот я планировал его выложить в App Store, но решил не выкладывать, потому как проект был достаточно простой. И вот, в принципе. Яғни парктардың спискісі онлайн, да? Бұл Қазақстан бойынша ма? Қазақстан бойынша, да? Бұны сен не үшін жасадың жалпы? Неге парктердің тізімі? Вообще, самое мое первое приложение больше было для практики, то есть для улучшения своих навыков. Но вообще я подумал, что эта идея интересная, сделать такой небольшой список, небольшой так, архив парков, потому что в целом сейчас необходимо развивать туризм внутренний. И несмотря на то, что я в итоге не выложил этот проект, я думаю, что это неплохая идея. Жалпы бізде аналог бар ма еді ондай проекты? Да, аналог есть. Это одна из причин, почему я не стал выкладывать, потому что есть проекты лучше, есть проекты намного качественнее, и это был мой первый, так скажем, продукт, поэтому я не стал выкладывать. И один из таких вот очень крутых отечественных проектов это Тарихи-Жол от компании Avsoft. Они, получается, реализовали AR, то есть Augmented Reality, как будто вот если вы пользовались Google Earth, у вас есть возможность 360 градусов смотреть, как будто вы там находитесь. Көрген сияқтымын, иә. Тура сол жерде барған сияқты, яғни 3D сияқты оның жақсартылған күйі. Енді жалпы келетін болса бана айтып жатсың, 2,5 жылдан бері айналысып келе жатырмын деп. Бізде Қазақстандағы IT саласы, приложение ойлап табу деңгейі сенің ойынша өзге елдермен салыстырмалы түрде қандай шамада қазір, қандай деңгейде? Көршілес елдермен салыстырайық шамамен.
Ну, сейчас IT-сфера в Казахстане стремительно развивается. Я состою в некоторых чатах, беседах казахстанских программистов. И есть очень много талантливых ребят, которыми я хотел бы познакомиться лично, с которыми бы я хотел побеседовать, и которыми я в какой-то степени восхищаюсь, потому что так или иначе в Казахстане есть огромный потенциал для развития этой сферы, и я думаю, что со временем все эти крутые ребята, с которыми я знаком, они реализуют еще более крутые проекты, чем сейчас есть на рынке. Но все идет, как все приходит со временем, как говорится. Арнайы уақытпен дейсің. Жаңа айтып жатсың, WhatsApp-та арнайы бір топ бар деп жатсың, Қазақстандағы IT саласының мамандары бойынша. Сол WhatsApp тобында біздің атыраулықтардың қаншасы бар? С Атырау я не знаю никого, если честно. Я знаю, мой друг есть, Баубек. Я его тоже подтянул в iOS-разработку, рассказал ему, что это мы вместе начали. И вот он мой одноклассник, близкий друг. И из Атырау в чате знаю только я его. А без Атырауда бір ассоциация, я болмаса бір топ бар ма? Жоқ. Жарайды. Енді тағы да бір сұрақ, жалпы IT саласы негізі жақсы қаражат төлейтін сала, иә? Өйткені бәрі қазір онлайнға ауысып жатыр. Кез келген қандай мекеме, бизнес болмасын, я болмаса қандай бір ұйым болмасын, бәріне жоқ дегенде сайт керек. Жоқ дегенде, яғни WhatsApp группа керек, тағы да басқасы керек. Осы орайда туындайтын ойлаймын, жалпы IT саласының енді болашақта сен қалай көресің өзің? Қандай жерде жұмыс жасағанды, қандай ойларың бар болашаққа? Во-первых, мне нужно сначала университет пойти, там, закончить, да. И на самом деле, смотря на темп, да, роста IT-сферы, инноваций, технологий, тяжело сказать, каким специалистом я вижу себя в ближайшее будущее. Я определенно не буду оставаться на одной сфере, вот, например, на iOS-разработке. Я буду пробовать себя в разных, так скажем, категориях, потому что как бы программирование это очень обширная специализация. Там есть специалисты по веб-разработке, по мобильной разработке, там есть специалисты по играм. И я недавно проходил курс Стэнфорд University, который любезно предоставила нам наша школа. Она проходила онлайн с тьюторами из Стэнфорда. И там мы изучали искусственный интеллект. Мне очень сильно понравилась эта сфера, я заинтересовался. И я думаю, из всех направлений IT это наиболее перспективное, потому как в сфере искусственного интеллекта никогда не сможешь определить, куда пойдет дальше рынок. И есть очень много реализаций того, как можно воплотить машинное обучение и все эти прочие инновации. Енді жаңағы конкурсқа оралайықшы. Енді ол конкурсқа дейін мен байқадым Инстаграмнан, жалпы басқа жерлерден Қазақстанда конкурстарға қатысын сен, да? Жастар конгрессінің тағы да басқасын. Қазақстанда мысалы республикалық деңгейде конкурстардан сен жеңімпаз болдың ба? Иә. Қандай конкурстарға қатыстың? Я участвовал в республиканском конкурсе по проектам по информатике. Мы заняли там 3-е место. И это с моим другом Баубеком. У нас проект не совсем был научный в том представлении, как он обычно бывает, потому что мы не планировали вообще участвовать в конкурсе, в республиканском конкурсе. Это все произошло очень спонтанно. Мы узнали, что мы записаны, мы стали быстро делать презентацию. И так мы прошли школьный этап, потом сетевой и потом республиканский. Это получается, как проходят олимпиады в ниш среди всех школ. И вот на республиканском мы заняли 3-е место с проектом Хуланом. Это, получается, мобильная платформа, она будет в ближайшем будущем в App Store. Это, получается, для детей дошкольного возраста. Там все входит, и раскраска, и игры, и обучение через карточки, вот новым словам. И причина, по которой мы взялись за эту реализацию, является то, что в
Казахстане именно в сегменте дошкольного развития, там, образовательных каких-то материалов, несмотря на то, что они присутствуют, вот, например, Балапан, у них они теряются в, так скажем, в больших платформах, как, например, YouTube. Да. То есть дети, они выбирают не какой-то определенный видеоролик на своем же языке, да, они, потому что не говорят ни на каком. Они выбирают видеоролики, которые красочные, видеоролики, которые выглядят интересно, которые... Это неплохо, просто это пагубно влияет на развитие языка, то есть ребенка. И когда, скажем, вот я, например, русскоговорящий, и несмотря на то, что вот сейчас я пытаюсь изучать казахский язык, одна из причин, по которой вот я считаю, в стране такая ситуация, потому что материалов на казахском языке мало. То есть с самого раннего возраста детей окружает материал на русском языке, на английском языке. И мы решили создать вот платформу, у меня есть маленькая сестренка, я бы хотел, чтобы она смотрела материалы, смотрела какие-то видеоролики, мультики в казах тілінде. И мы подумали, что нельзя просто взять казахстанский материал и его засунуть в приложение и заставлять людей туда перейти. Нужно для этого чем-то зацепить. И в данном случае тем, чем мы цепляем, является то, что это получается безопасная среда. То есть, когда родитель дает ребенку телефон, он знает, что он не будет просто смотреть видеоролики и так там 2 часа просидеть. Он будет взаимодействовать, там будут раскраски, он будет развивать там воображение, он, получается, будет чему-то учиться новому, и вместе с этим это все будет на казахском языке. И вот такую идею приложение реализовали. Мен түсінуім бойынша бағана сіздердің құлыным деген жобаларыңыз балаларды жай ғана уақыт өткізбей, оларды тәрбиелеуге, бір нәрсені, пайдалы нәрсені алуға, соған үйретеді дейсіздер. Жақсы бастама сияқты, қазақша, заманауи, бір жаңа айтқанда конкурентоспособный, да? Мысалы, YouTube тұрған кезде, қолымнан тұрған кезде екеуі бірдей болу керек, әйтпесе YouTube таңдап кетеді балалар. Жақсы бастама деп ойлаймыз. Енді ол қашан шығады бұйыртса? Я не могу обещать точную дату, но берса в начале сентября, в середине сентября, то есть это все, да, планируем. Это все зависит, там есть факторы, которые не зависят от нас. Например, то, как долго будет Apple рассматривать, допускать ли приложение в App Store или нет, соответствует ли она политике. И этот процесс может занимать от 2 рабочих дней до 2 недель, и поэтому мы точно не знаем. И потом у нас есть как бы финальные штрихи, которые мы бы хотели закончить, и в принципе вот потом уже можно пользоваться, да? Потому что вот недавно я получил Development Program, то есть это как бы сертификат, который позволяет тебе публиковать приложение в App Store. Вот. И в ближайшее время все проекты, в том числе и Домбра, и Полным, будут в App Store. Жақсы. Бұйыртса енді қыркүйек айында іске қосылып, бәріміз телефонмен алып отырайық деген үміттемін. Келесі тағы бір нәрсе, Домбра деп айттың. Яғни Домбра симулятор бұл сенің конкурсқа ұсынған жобаң. Жаңа айттың, 350 қатысушы жеңімпаз атанды. Ол бүткіл әлем бойынша. Қанша елден қатысушылар бар да бұл жерде? Білмеймін. Ал Қазақстанда қанша болды, білмейсің ба? Я не уверен по поводу того, сколько участников в Казахстане было всего, но я знаю, что победителей 3. Это получается один мальчик с Павлодара, его Еркебулан зовут, Ержан зовут. Он, получается, разработал приложение для детей с аутизмом. Он тоже в НИШ учится, НИШ Павлодар. Также Роберт Ким, он с Казахстана, он сейчас учится в Южной Корее. Он разработал симуляцию машины руки. То есть там действительно физика, как она перемещается, как она переносит траекторию движения. Вот. И на самом деле у нас был подкаст, называется CocoCast. Это получается самое крупное iOS-сообщество в мире. И вот подразделение CocoHeads Казахстан, это получается, они нас позвали на свой подкаст,
И это произошло в таком, как в виде интервью, в виде небольшой беседы. Вот мы все вместе, да, втроем встретились вместе с ведущим. Жақсы. Енді бұл конкурсқа келейік. Жаңа айтып жатсың, бұл конкурстан сен ұтқаннан кейін қандай мүмкіндік берді саған? Ну, во-первых, это для меня это очень большое достижение, потому что Apple WWDC Scholarship, до этого она называлась Scholarship, а сейчас в этом году Swift Student Challenge, потому что вот из-за коронавируса конференция отменилась, но раньше это был грант на бесплатное проживание, на бесплатное посещение конференции, которые проводит Apple. Ақшта, да? И в этом году нам просто выдали подарки, получается, это набор пинов, потом куртка фирменная от Apple, и, получается, благодарственное письмо. Письмо, да? И по поводу вот возможностей, ну, это вот, опять же, медиа, внимание, да, это как возможность для меня рассказать о моих проектах, о себе. Во-вторых, это то, что у меня будет теперь в портфолио, как бы большой проект. Да, то, что вот я являюсь победителем. И в-третьих, это знакомство. Вот, есть очень много чатов этих победителей со всего мира. Мы знакомимся, мы общаемся, мы созванивались по видеоконференции. И это вот нетворкинг очень полезный навык. Және мен жаңа интернетте қарап жатқан кезде сол конкурсты ұту арқылы сен Сан-Францискоға бір жолдама алды деп естідім, иә? Қателеспесем, карантинге байланысты бір енді онлайн формат өтеді. Служение кетсең қалай? Ну, получается, конференция WWDC в этом году, она проходила для всех онлайн, для всех бесплатно. И то есть любой мог бы просмотреть и участвовать в конференции. Но момент, который является как бы специально для победителей, это то, что у нас была возможность провести one-to-one lab with Apple Engineer, то есть с инженером, который работает в офисе Apple. У нас была возможность встретиться, поговорить с ним по видеоконференции, задать ему вопросы технические по фреймворкам. И вот Apple предоставлял бесплатную возможность для всех победителей WWDC вот записываться на вот такие вот lab appointments. Жақсы. Енді тағы да бір мынандай нәрсе білгім келеді. Бұның бәрі енді жаңа айттың, конкурстың сенің приложениенің жеңіске жетуіне тағы бір үлесі. Бұл біріншіден домбыра біздің ұлттық аспабымыз, ұлттық мәдениетіміз өзіміз. Сол мәдениетті сен яғни заманауи түрде жеткіздің. Сол жөрелерге, әр қыздарға. Енді осы орайда, мысалы, рухани жаңғыру деген мақала бар, елбасының жариялаған. Яғни бұл жерде рухани жаңғыру өзің білесің. Ол жай ғана рухани бол емес, ол бір жаңаша дүниелерді әкелу, соны бір қазіргі форматқа келтіру деген сияқты. Өзің рухани жаңғыру туралы сенің ойыңды білейінші. Сен не ойлайсың бұл мақала жөнінде? Ну, рухани жаңғыру для меня это возвращение к истокам. Это понимание ценностей нашей культуры, это применять ее в повседневной жизни и, так скажем, вот Казахстан до независимости прошел очень долгий болезненный промежуток под составом кого-то сначала Российской империи, потом Советского Союза. И под всем этим наша культура, мы отдалились от нашей культуры. И рухани жаңғыру — это одна из программ, которая позволяет нам лучше познакомиться с... Опять возобновлять нашу культуру. Мысалға сен өзің басқа да IT мамандарына рухани жаңғырудың аясында не істеуге кеңес берер едің? Жаңа өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің дәстүрімізді IT-мен қалай жаңаша келуге кеңес берер едің? Ну, на самом деле у меня нет советов, я бы сказал, потому что я вижу, что рухани жаңғыру работает в плане интеграции с IT. Вот, например, тот же проект «Возвращаясь к Тарихи-Жол», я много говорю о нем, потому что я работал в компании Avsoft. Мне очень близка этот коллектив, эта команда. И вот такие вот ребята, как, например, в Avsoft, они совмещают инновации с культурой.
Вот Тарихи-Жол это один из таких проектов, благодаря которому можно посетить, да, так скажем, виртуально какие-то места. То есть это лучше иметь представление о них. То есть это не только в плане туризма, это еще и в плане как бы каждое, да, место, будь это какой-то памятник или мавзолей, это напрямую связано с нашей культурой, с нашей историей. И вот Рухани Жаңғыру, я очень рад, что такие вот проекты входят в состав, получается, программы Рухани Жаңғыру, и если я не ошибаюсь. И вот, в принципе, я не могу посоветовать ничего. Рахмет. Енді сұхбатымыздың соңында қазір бәріміздің көрерменнің де білгісі келетіні ол домбыра симулятор, яғни приложение қалай жұмыс жасайды бәріміз де көргім келеді. Алла бұйыртса бізде бірнеше уақыттардан кейін соны өзіміздің телефонымызға жүктеп, қарап, мынаны біздің атыраулық Асқар деген азамат жасады деп мақтанып отырамыз деп ойдамыз. Соны бір шет жағасын бізге көрсетсең. Вот это получается сейчас. Проект я сделал несколько версий, включая, получается, на мобильном телефоне. Вот эту версию, это которую я отправлял в Apple, то есть это моя заявка. В данном случае вот то, что называют тот программа, в которой сейчас открыта, это Xcode. Цель была создать Playground. Вот это и есть Playground, это получается совмещение файлов с кодом и непосредственно продукт. Теперь касательно как бы функционала приложения. Вот здесь есть возможность показать или скрыть клавиши, и это получается как действительно игра на домбре. Идея была то, что вот если человек возьмет как бы в таком положении, как она была бы в реальном живой. Да. И получается вот здесь есть метроном, есть, можем менять темп. Вот здесь я также сделал, я понимал, что иностранные жюри могут быть незнакомыми с нашей культурой, с домброй в целом. И поэтому я сделал вот такой вот экран с объяснением, что это вообще. Я здесь описал важность домбры в казахской культуре. Я добавил вот статую, что нағыз казах емес, нағыз казах домбра. Я это перевел, получается, на английский. Сказал вот, что включил Димаша Құдайбергена, потому что сейчас он особо популярен за рубежом. И это был, как скажем, мой козырь в рукаве. Вот. И чтобы показать, как это выглядит, когда реально домбру держит в руках. И вот это получается вот так вот. Это все, в принципе, весь функционал. Я также вот здесь указал ссылку, по которой они могут посмотреть видео, в котором я, используя это приложение, играю часть Кюе Балбараун, потому что я сам играю на домбре. И то есть, чтобы они имели представление, как вообще звучит кюй, и как он будет звучать в данном случае, используя мое приложение, да, чтобы там звуки действительно соответствуют домбре, что... Шынайы дауыспен бірдей келу үшін, да? Енді тағы бір сұрақ қойшы, өзің домбырада қанша уақыт ойнадың? На протяжении 2 лет я играл, вот с 4 по 6, но потому как я перешел в ниш, я как бы уже не ходил на курсы, я просто дома продолжал играть для себя, и вот в принципе. А неге домбыра, неге басқа аспаптар емес? Ну, вообще, в целом у меня всегда была идея реализовать инструмент домбру в виде приложения, в виде симулятора. Потому что вот есть приложение GarageBand, и там можно играть на пианино, можно играть на гитаре, можно там еще на чем-то играть. И среди всех инструментов там нету домбры и нету вообще каких-либо казахских инструментов, но это, в принципе, понятно, потому что там и других национальностей нет инструментов. И в целом я подумал, что как бы это приложение выглядело бы тогда. И вот как бы Apple WWDC была возможностью для меня реализовать эту идею, потому что я знаю, что это очень важно
особенно сейчас в Кремниевой долине, то есть это как бы самый такой эпицентр всей IT-сферы в Сан-Франциско, Бэй-Эрия, что они очень ценят как бы diversity, то есть это разнообразие людей, взглядов, культур, и по сути как бы культура это и есть наше воспитание, то есть то кем мы являемся, какие у нас взгляды на жизнь, что мы ценим, что для нас в жизни приоритет, все это определяется культурой нашего воспитания. И все как бы топовые компании, они очень ценят это, то, что есть люди с разными взглядами, с разных точек планеты. И таким образом я подумал, что это не только покажет, как мы можем объединять, как бы, скажем, культуру и технологии, но я еще и покажу, как в целом поделюсь своей культурой, покажу, как я ее вижу, как ее можно сделать в виде приложения. И я думаю, это их и зацепило, это является и причиной, по которой они решили дать один из мест победителей мне. И вот, в принципе, и Домбра, потом я в целом знаком с этим инструментом, и поэтому вот так. Біздің домбырамызды, қазақтың қара домбырасын басқа салада болса да көрсетуге болады. Біздің нарымызда, барымызда осы біздің мәдениетіміз, құндылығымыз тек Асқар 16 өзінің тілінде, өзінің қолынан келетін бағытымен әлемге, жаһанға жеткізді деген ойдамын. Жақсы бастама сияқты, бұйыртса сенің приложениең App Store'да рейтингі жоғары, көпшіліктелген жобалардың қатарында болуға мен шын жүректен тілектеспін. Саған уақыт бөліп келгеніне рахмет, алдағы жобаларыңа бұйыртса сәттілік. Рахмет.